Дораболорун үтү көнүнен тоғоғына хайдық сетті скулға өреметім туғынан ден видео бар хайдық беги эжигенге келбиппит. Онна эжигенгере болбаха тоғы бестеқі оны бақнайғы олар бұппыт туғынан кепсәбітім. Беги тұғынчы 912 сыллақ эжигенге келербитігер электростанция саңа тұтулы бұт еті. Район солтатығыр бар соғытақ мас кузовтах массына курутун креталгенан турара. Мен бу массынаны билдере улуссаға көрбүтүм. Билеген автобиографические заметки ден книге биттен богатардылары онна сахалы мен комментарийдар бын истен. В моем букваре был портрет Сталина, рисунки советских солдат, рабочих и колхозников. Были свежие воспоминания о недавно окончившейся войне, и все готовились к отражению нового нападения. Большинство фильмов было на военную тему: Александр Невский, Суворов, адмирал Ушаков, Великий воин Альбании Скандербек, Герои Шипки, Чапаев, Мы из Кронштадта, повесть о настоящем человеке. Молодая гвардия, морской охотник и так далее. Надо сказать, что я не говорил по-русски до поступления в школу и начал уверенно говорить и читать по-русски примерно в 9 лет. Этому способствовала не только школа, но то, что примерно половина жителей Жиганска были русскими, работавшими в техническом участке и аэропорту. Большую роль играли радио и кино. Многие наши игры проходили на лоне природы, в тайге или на берегу Лены. Мальчики в основном играли в войну, мастерили деревянные мечи, сабли, шпаги, копья, щиты, ружья, пистолеты и автоматы. В Жиганске наиболее естественным было разделение на отряды по национальному признаку. Но эти русско-якутские войны носили игровой характер и не превращались в ожесточенные драки. Всегда прекращались в случае причинения боли кому-нибудь из участников, доводившего его до слез. Впрочем, примерно в 1958 году власти Жиганска добились прекращения этих столкновений. Позже появилась военно-патриотическая игра «Зорница». Мы готовились серьезно к участию в патриотической войне и к партизанской борьбе в случае войны с Америкой. Высоко ценился производительный труд, поэтому мы с уважением относились к рабочим, охотникам, оленеводам и скотоводам. Каждую весну и осенью почти все местные мужчины, якуты и эвенки, Жиганска отправлялись на пару недель на острова Лены на охоту. Возвращались с большими трофеями, наиболее удачливые. Как Иннокентий Эллеев, добывали по 200 и более гусей и десятки лебедей. На уток охотились только для питания на месте, чтобы не отпугнуть серьезную дичь. Мой отец мало участвовал в этих охотах из-за своей работы на катере, но был отличным стрелком. Помню случай, когда однажды перед катером показалась стая гусей или лебедей. Отец взял ружье, направил катер на сближение и, держа штурвал левой рукой, прицелился, держа в правой руке, как пистолет, достаточно тяжелое двухствольное ружье. Раздались 2 выстрела, и 2 птицы упали на воду. Мен бейім күрбетіған болыр, манны кепсәні олық итіғайым суғаты. Отец часто перевозил на катере охотников и рыбаков, и они расплачивались с ним дичью и рыбой, причем исключительно осетрами. Поэтому иногда мать меня угощала тарелками черной икры. Но после пары ложек не хотелось больше есть. Тогда она говорила, что в Европе это стоит очень дорого и что я не понимаю своего везения. Это было убедительно, и я доканчивал тарелку. Эти туғынан Франция кепсәтәқпінде жоннор улханнық сөғы истеллер.
Все мальчики тоже хотели стать хорошими охотниками и удачливыми рыбаками. Ставили весной селки на снегирей, летом рыбачили удочками и закидушками с плотов, стоящих под деревней. За несколько часов мне удавалось поймать до 3 килограммов окуней, красноглазок и ельцов, после чего возвращался домой и мать начинала готовить уху из свежей рыбы. Интерес к охоте стимулировался рассказами о знаменитых якутских снайперах. В Жиганске не было всеобщей мобилизации подростков и детей на сенокос, как это было в Центральной Якутии. Ввиду малочисленности коров и лошадей. Только однажды мы работали пару недель на углублении канала, вырытого для снижения уровня воды Таежного озера с целью образования сенокосного угодья. Старшее поколение якутов того времени могло не только прокормить самих себя скотоводством, охотой, рыболовством, но и платить государству налоги и выполнять различные трудовые повинности. Многие вели образ жизни, мало отличающийся от образа жизни их предков столетия назад. Было много неграмотных, как, например, моя бабушка, но мы восхищались их знанием природы и полезными навыками. Например, лучший охотник Жиганска Иннокентий Элиев написал для своих детей рукопись о своих методах охоты. Его сын Виктор был моим одноклассником. Якуты старшего по отношению к нам поколения были в основном людьми спокойными, честными и рассудительными. Выражались богатым и сочным языком, практически не употребляли ругательств. С суевериями я практически не сталкивался, за исключением редких рассказов о духах Абаасе или душах древних шаманов. Впервые такие рассказы я услышал не ранее, чем в 9 лет, в связи с тем, что однажды мы группой примерно из 10 детей хотели поиграть на новостройке и нам всем что-то померещилось. Причем я убежал последним, кинув большую щепку в то, что мне показалось синим флуоресцирующим глазом на стене. Улатан да баран олоғлары құтты күрестақ бітіне ол тугу көрбек бете болуы ден ақтар әте бит. Весной 1956 или 1957 года в Жиганск по льду Лены прибыла колонна с техникой Амакинской геологоразведочной экспедиции. Мы впервые увидели бульдозеры, грузовики и самосвалы. Геологи быстро построили свой квартал из сборных деревянных домов. Летом они плавали на быстроходных моторных лодках, появились байдарки и скутера. При этом большегрузные грузовики оказались американскими, поставленными в конце войны по Ленд-Лизу. В это время по Лене плавало много пароходов американского производства. Примерно к этому времени закончилась продажа остатков запасов американских солдатских ботинок и солнцезащитных очков. В 1956 году на Лене появились комфортабельные теплоходы «Механик Кулибин» и «Сык-Куль», переименованный потом в 40 лет ВЛКСМ германского производства, полученные за счет репараций. Они стали совершать рейсы Якутск-Тикси, что облегчило связь с Центральной Якутией. В 1958 году Райпо предоставила нам просторный по тем временам дом с 2 комнатами и 3-й комнатой столовой. В конце того же года родился брат Алексей. В сенях и в отдельном строении была мастерская отца с необходимым для ремонта катера оборудованием. Это позволило непрерывно мне мастерить разные игрушки и модели судов. Во 2 классе отец подарил крупноформатную книгу «Как сделать модель корабля» с вложенными большими чертежами судов и кораблей. От яхты и катера до линейного корабля.
Книга содержала описание истории российского и советского флота, описание морской терминологии, сведения по навигации и многое другое. Кроме того, у отца была история автомобиля и другие интересные для меня книги. Билеген мен поезд түннүгүттен марына өрүхү көрдөкпүнө ол кинигени саныгыбын. Отец часто брал меня в плавание. Это были прекрасные моменты моей детской жизни. Особенно мне нравилась штормовая погода, которая абсолютно не нравилась отцу, ибо в 1956 году во время шторма баржу бросило на камни, и ему пришлось в течение нескольких лет платить за ущерб. Из-за этого случая он научился фотографировать, чтобы дополнительно подрабатывать, ибо в это время фотоаппарат был еще редкостью. Поэтому я тоже рано приобщился к фотографированию. Дом стоял на берегу Лены, и мы видели, как модернизируется Ленский флот. В 1959-60 годах через Северный морской путь прибыло большое количество новых судов, в том числе ледокол, 15 чешских буксиров. Множество судов класса «Река-море». Мы с радостью наблюдали за их прохождением вверх по Лене к Якутску. Недалеко от Жиганска была построена радиолокационная станция силами стройбата, состоящего из солдат-тувинцев. Примерно в это время нас предупредили, что больше нельзя кушать снег, что мы любили делать. Появилась вероятность радиоактивного заряжения облаков из-за наземных испытаний ядерного оружия, в частности, на Новой Земле и Казахстане. Наиболее вкусным был крупнозернистый глубинный слой снега, называемый по-якутски салах-хар, жирный снег. Популяризация дружбы народов часто носила примитивный характер с восхвалением русского народа и его роли старшего брата. В 1957 году было организовано грандиозное празднование 325-летия добровольного вхождения Якутии в состав российского государства. Были выпущены значки, другая атрибутика. В Жиганске даже поставили триумфальную арку с напыщенной надписью. На фоне критики европейского колониализма в Африке и Азии это вызвало у меня в 9 лет недоумение. Но у некоторых взрослых радость казалась искренней. Например, по просьбе группы учителей и других знакомых отца он летом этого года повез их на пикник в живописное место на берегу Лены. По инициативе учителей люди выпили за эту годовщину добровольного воссоединения. Более того, оказалось, что учителя привезли с собой краску, чтобы написать на скале памятную надпись об этом событии. Мои родители были активными читателями библиотеки, выписывали «Огонек» и некоторые другие иллюстрированные журналы, технику молодежи, советскую фотографию, женские журналы и газеты, включая якутские и детские. Мать создавала из вкладышей журнала «Огонек» альбомы с репродукциями произведений великих и известных художников. Кроме того, она повесила на стену понравившуюся ей крупноформатную репродукцию картины Делакруа «Свобода на баррикадах», и это породило у меня спонтанный интерес к Франции. Оттон билеген мен Франция олохсый бутум 30 жыл болула. Родители активно обсуждали прочитанное. Например, проект создания искусственных спутников Земли. Поэтому мы не удивились запуску первого спутника в 1957 году, но испытали большую гордость за свою страну. Незабываемым событием и для нас стал исторический космический полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. День выдался солнечным, с
С крыши школы накануне сбросили снег и нам, мальчикам, дали задание разбросать этот снег подальше от стен. И в это время пришел учитель и сообщил о первом полете человека в космос. Ул сайын эжигәнгә 9 сыл олорон баран биһиги саха сирин кийнеттигер бар быппыт. Улата эжигән, мен улаппыт сирин болар диекка сөп. Бу хартыскага биһиги 4 класска үрәне хилгән түспеппит. Бу олор механа бар бары сахалар эте. Холобра мен юһә билгә төрәбетем. Атты бар олорор Федя Савина фәмия. Уңа дейікке олар Ильяев Витя жонлары үйе білілер. Мен атты бір олар Пермякова Дуса ден кыз чурапчыттан түріптәк. Кені кәннері тұрар Андреева Васильева ден кыргыттар жонлары әмие Сергей сағана чурапчыттан көхіуге келбіттір әті. Оттан бәхеге бәнкілер дей санығыр. Табағыттар бұт оны бұлчыттар бұт оғылыра, нөңе сылығары 5 класска кыстатығымтан келенлер бігіні күтті өреметтері. Ол кыстатығым оғылыра үшігай бағайтық усы қалы саңар оғылыра. Меқы соғытық әжіген землячествотын қарсықыты бар. Тоды еқі сығайдеттен тейбітім ратты. Бастан бұл қартысқа бар, оғырдық біттен білер, жонлар бұн аттық бұн бағарауын. Бастықы рәкке Валентина Ефимова олырыр. Беге қастасыл 1-2 квартиралақ жеға ғылы олар бұппыт. Онан әлбәқті көне бұппыт. Кенелер көнараға табағыт аймақтарды ақтары. Олар сен әлбәқті кечігәңе келелері. Сорағыр беге жебет тағығар таба өлір өте болыра. Отшығына кенелер әт хан бәрселері. Бұл біліліғ педагог Татьяна Семеновна Сантаева олырыр. Уракута Таня Сокольникова. Сокольниковтар ден әлбәқ оғылық, чурапчыттан түріттәқ әжіған бір білілер ұллар әтілер. Кенер желген тағығар сайын киеға айы оғылар мұстан лапта оң үретебет. Қойыт мен профессор болан баран соныр ден аттақ сағас легер білілер оңыны айбытым кенне Татьяна Семеновна. Ол оңыны сағас легер оны омуқтар икке ардыларығар тарғатыға жанырдақтық күтті бұта. Бұ қартысқаға мен оғардақ біттен білер өсі икке кейбен Георгий Родионовы, оны Людмила Соломонованы көребін. Землячествоны тәрейбет Константинов Николай Романовичтың беге қойыт бет. Бұ қартысқаласы Дьяконов Николай Васильевич тұрар. Беге кәнне күтті бір дипломатическай әйгеға үліләбет боламыт үшвейдік білсәбет. Михаил Ефимович Николаев мен ағабын күтанақ капитан әтеден көпсире. Мен кенене атын ұлақан ұлаттары күтті қатшылырары сайын ғұрышчықтырын ағам катерынан састырар бар жатығар ұллары сүген керерін өйдейбін. Навигация қылғас болан ағам ұлаттары кететері мөғары дағаны. Оғыр дәқпіне ежеген бәстеғар ойнямы доғырдар бұттан бейдестенін Роман Дмитриев болар. Кене жолнары үйе білеттен түрітті әқтір. Ағалары бейгі ағабы тұрағынан аймаға бұғылақ әті. Бүтіхік көрсігер бітігер бейгі сақайты ғалейін онына тінгірияныстуат оғынан әлбәқтік кепсетер бол бұп бұд.